5642 метра над уровнем моря. Эльбрус, пожалуй, одна из самых известных природных достопримечательностей Северного Кавказа. И именно с ней у многих ассоциируется Карачаево-Черкесия, государственный гимн которой так и начинается со слов «Древней родиной горжусь я, вечен свет снегов Эльбруса». Официальной датой его первого покорения считается 1829 год. Тогда из 20 человек, входящих в экспедицию, подняться на самую вершину удалось только одному проводнику из числа местных жителей. С тех пор идея восхождения на высочайшую гору Европы не давала покоя многим людям. В 20 веке это уже приобрело массовый характер, а по мере развития инфраструктуры вершины Эльбруса стали также площадками для установления всевозможных рекордов. Кто-то спускался с них на горных лыжах, приземлялся на парашюте, поднимался на мотоцикле. В 1997 году команде из 8 человек удалось даже затащить на самый верх внедорожник. Правда, при спуске обратно машина была утеряна. Одно из самых известных покорений Эльбруса совершено и нашими земляками ровно 20 лет назад. 12 августа 1998 года впервые в истории альпинизма высочайшую гору Европы Эльбрус покорили лошади карачаевской породы. Эти лошади на грани занесения в Красную книгу являются национальным достоянием нашей республики, ее гордостью и потенциальным богатством. Первое в истории конное восхождение на Эльбрус было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Рекордсменов лошадей карачаевской породы звали Хурзук и Даур. А конниками стали жители старинных карачаевских селений: табунчик Дахир Капушев из аула Карджурт, егерь Магомед Биджиев из Учкулана и ветеринар из аула Хурзук Мурат Джеддоев. Для похода по ледникам были сделаны специальные подковы со сменными шипами, и 7 августа 1998 экспедиция стартовала. А на 4-километровой высоте всадники столкнулись с новыми трудностями. Животные стали терять зрение от яркого солнечного света. У нас у всех были очки, а у лошадей не было. Мы все никак, я даже с ветеринарами советовался. Конник Биджиев Дагир оказался сообразительнее наших ученых-ветеринаров. Он нашел бутылки цветные, из-под минеральной воды вырезал из них очки, надели мы эти очки и пошли дальше. Клычгерей Урусов большую часть своей жизни посвятил коневодству, и главной целью организованной им экспедиции как раз и была популяризация карачаевской породы лошадей, само существование которой многие ставили под сомнение. Только каким-то методом надо было напомнить и своему народу, который уже начал забывать, что у него порода была, а особенно другим народам, которые не верили, что есть такая порода. У этой породы очень высокий интеллект. Некоторые специалисты пытаются со мной спорить, интеллект бывает у людей, у животных нет. У животных может быть, нет, у лошадей есть. И у карачаевской породы этот интеллект высокий. За все эти дни, по моим наблюдениям, ни один из этих всадников не натянул повод. То есть это характеризует о том, что кроме всех сказанных достоинств этой лошади, именно благодаря вот этому доверию своему хозяину способствовало свершению этого, не побоюсь сказать, подвига. В связи с 20-летием этого подвига всем его участникам и организаторам были вручены ценные подарки и почетные грамоты правительства Карачаево-Черкесии, парламента республики и общественной организации «Карачай-Алан-Халк». Один из награжденных – Ахмат Тибуев, ныне депутат городской думы Черкеска, а тогда в 98-м замминистра здравоохранения КЧР. В августе 1999-го, ровно через год после первого конного восхождения на восточную вершину Эльбруса, он возглавил точно такую же экспедицию, но уже на более крутую западную вершину. Вот эти уникальные кадры. Капушев, Дахир, Бербара. Ага. Прощальные кадры. Здесь сидят французы, японцы, боже мой, кого только нет. Всем хочется сесть на лошадь и на вершине Эльбруса запечатлеть себя. До свидания. Лошадь карачаевской породы спускается с покоренной ею вершины Эльбрус западной. Готовится к длинной тяжелой дороге спуска. Вот так. Просто, ребята, с вершины Эльбруса верхом. Молодец, Дахирка. Савол. Первый поход был сложный тем, что он был первый.
Второй поход, в принципе, мы уже знали, где лошади, как с ними, где им тяжело, где, как поступить. Там была проблема еще с тем, что был очень сильный ветер и минусовая температура. Второй раз, я бы даже сказал, там и солнце было, и ветра не было, благоприятствовало все. Но сам маршрут от Седловины до вершины, до вершинного плата был очень тяжелый, и действительно лошади тоже пришлось очень тяжело. Но она прошла. Руслан Альбутов, Андрей Дорошенко. Итоги недели.